Якутия, получив в 1922 году статус автономной республики, в период своего становления имела обширную территорию, богатые природно-климатические и сырьевые ресурсы, но одновременно была удаленным и малонаселенным краем. В 1923 году был принят первый бюджет ЕССР. В 1926 году проведена первая союзная перепись населения. По ее данным, численность населения составила 289 тысяч человек. Преобладало сельское население, на его долю приходилось 95%. Численность мужчин превышала численность женщин. Их доля составляла 53% и, соответственно, женщин 47%. Национальный состав был представлен. Якуты составляли 82%, русские 10% и тунгусы 4,5%. Их численность превышала 13 тысяч человек. В республике функционировали 5 дошкольных учреждений, 86 школ, 20 врачебных больничных учреждений. На основе данных переписи у нас можно составить социальный портрет жителей Якутии. Это житель сельской местности, мужчина в возрасте 27 лет, который владеет якутским языком, неграмотный и занят в сельском хозяйстве. Социальный портрет кардинально изменился с тех времен. Среднестатистически это уже житель городской местности, конкретно города Якутска, женщина. Она замужем, с одним ребенком, имеет среднее профессиональное образование. Источник средств существования – это трудовая деятельность, работает по найму. Сегодня Якутия – это республика, облик которой связан с активным и трудоспособным населением. К своему столетнему юбилею республика совершила небывалый прорыв. Жизнь человека сравнима с путешествием, где всегда есть место для мечты, поиска смысла бытия, преодоления вершин и достижения своих целей. Мы можем пройти сотни дорог, но главным притяжением для человека остается родной дом и место, откуда ты родом. Если мы поймем, что Якутия наш общий дом, и мы все за него в ответе, и от нас зависит, как мы будем жить, плохо или хорошо, то я уверен, жить мы будем хорошо и успешно. Идея создания общего дома стала ключевым фактором в повышении качества жизни якутян. Прежде всего, в продовольственной безопасности, обеспечении жильем и получении образования. Сегодня в республике более 180 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 74 тысячи голов дойного поголовья, около 186 тысяч голов мясных табунных лошадей. Этот показатель большая гордость для республики, потому что уже много лет мы удерживаем первое место в Российской Федерации по поголовью мясных табунных лошадей. Порядка 145 тысяч голов оленей. По этому показателю республика тоже уже давно занимает одно из лидирующих мест. Все мы знаем, что в 2018 году глава Республики Саха-Якутия Арсен Сергеевич Николаев подписал указ о стратегических направлениях развития сельского хозяйства номер 232. Во главе угла в этом указе стоит рост обеспеченности населения сельскохозяйственной продукцией местного производства. Стоят задачи по увеличению обеспеченности местным мясом, молоком и яйцом. В свете последних событий значение этого указа только выросло, потому что все мы видим, что ряд поставщиков из других стран по тем или иным причинам прекратил поставки, поэтому здесь приходится, скажем, отстаивать продовольственный суверенитет, можно даже так сказать. По итогам уборочной кампании у нас в этом году увеличивается динамики показателей по сбору зерновых овощей, открытого, закрытого грунта и картофеля. Это обусловлено тем, что у нас на муниципальном уровне по всей республике идет развитие семейной политики. Муниципалитеты помогают в приобретении теплиц, семенного материала. Поэтому у нас ежегодно увеличение не только организованных хозяйств, но и личных подсобных хозяйств. По линии Министерства сельского хозяйства есть у нас грантовые поддержки, агростартап и семейные фермеры. Также
Имеется субсидирование приобретения семенного материала, строительство овощехранилищ, зернохранилищ. Ну и, конечно, самый большой проект – это у нас строительство круглогодичной теплицы «Саюри». Эта практика у нас тоже изучается, рассматриваются разные варианты внедрения таких же тепличных комплексов в Центральной Якутии, в Вилюйской группе районов. И также очень хорошо изучается это на уровне арктических районов. В этом году, в год столетия Республики Саха-Якутия, была поставлена достаточно амбициозная задача по формуле 100 лет, 100 медалей, и этот план был существенно перевыполнен. Конечно, была проведена очень большая работа. Все сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представили по возможности свою продукцию, и она была по достоинству оценена. То, что объединяет продукцию Республики Саха-Якутия, это экологичность. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации объявило курс на экопродукцию. То есть продукция, при производстве которой вмешательство каких-то небиологических факторов минимально. В этом плане та продукция, которая в республике производится, безусловно, на уровень впереди от коллег, работающих в Центральной России. Главная наша задача, чтобы на столах у якутян как можно больше было качественной продукции по приемлемым ценам. И мы обязательно этого будем добиваться. Якутия давно стала большой строительной площадкой. Это один из главных показателей качества жизни. По всей республике вводятся новые дома и школы, детские сады и больницы, культурные и досуговые центры. Якутия является одним из лидеров Российской Федерации по реализации программ по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья. На сегодняшний день в республике эта программа успешно действует. По этапам 2019-2020 года 812 квартир, и по этапам 2021-2022 года уже получили квартиры либо компенсацию больше 300 семей. В этом году у нас несколько больших объектов сдается. Да, это небезызвестный микрорайон Звездный, где более 550 квартир будет реализовано под расселение. Также есть дома на Свердлова, на Кузьмина. Каким мы видим Якутск в будущем, столица нашей республики – это, безусловно, врата в Якутию, да, и в рамках развития нашего региона и развития города перед нами поставлена очень четкая и амбициозная задача главы республики в рамках указа, который он подписал в прошлом году. И к 2032 году, к своему большому 400-летнему юбилею, мы превратим столицу нашей республики в лучший город для жизни горожан на вечной мерзлоте. Ключевым социальным лифтом для каждого человека является образование. Наша республика никогда, даже в самые трудные времена, не снижала внимания к улучшению инфраструктуры образования. Основная цель – это модернизация материально-технической базы школ, чтобы дети в отдаленных населенных пунктах могли приобщаться к современным технологиям. Миссия Международной арктической школы – развитие Арктики. Почему? Арктика – это Якутия, и Арктика – это Россия. И все условия, которые созданы в МАШ, они для наших обучающихся, когда мы их принимаем, они понимают то, что они поступают в эту школу, можно сказать, уникальную школу для нашей республики, не преследуя только свои личные цели, связанные с поступлением, с подготовкой, с обучением, но в первую очередь они сознательно ставят себе цели, связанные с тем, какую пользу они принесут родной республике. Или России в целом, потому что все-таки мы Арктику связываем с будущим страны и с ее экономическим, социальным благополучием. И именно в Арктике сосредоточены одновременно как все перспективы, связанные с современными технологиями будущего. Это наш фундамент. На нем строится наша образовательная программа, это ядро нашей образовательной программы. Благодаря правительству в школе создана
мастерские, кружки, лаборатории с самым современным оснащением. И ребенок может выбирать. И они понимают, что надо развиваться и в спорте, и в творчестве, и знать современные технологии. Изучение Арктики должно быть внутри каждого предмета. Это одно. И, во-вторых, проектно-исследовательская деятельность у нас тоже строится на изучении Арктики. У нас очень много гостей бывает из-за рубежа, и из России, Дальний Восток, там, да. И, честно сказать, все удивляются. И вот в этом году, во время международных интеллектуальных игр, когда были гости, вот почему они удивляются и почему они отметили. Они отметили то, что правительство Якутии, при том, что ресурсов у республики не так много, создает удивительные проекты для развития детей. Это и Малая академия наук, у которой новый корпус открылся. Это наша школа, Международная арктическая школа, куда могут поступать дети со всей республики. Они живут в кампусе, бесплатное питание, бесплатное проживание, все кружки бесплатные, да. И то же самое там, например, Республиканский лицей-интернат, специализированный учебный научный центр в СВФУ. И эта инфраструктура в образовании, она продолжается уже потом в такой инновационной инфраструктуре, как и IT-парк, технопарк, IT-кубы сейчас, да, центры цифрового образования, которые начали создаваться по всей республике. Проект МАШ – это проект государственной значимости. На самом деле наши дети – это, наверное, да, будущее республики. И это не дети, которые уедут и забудут республику. Это дети, которые, я думаю, принесут пользу. Парк будущих поколений задает новый уровень архитектурно-строительному проектированию региона. Это будет первый круглогодичный кластер на территории вечной мерзлоты, где разместятся зоны активного отдыха, полезного досуга, совместного творчества детей и молодежи, а также горожан и всех гостей столицы. На сегодняшний день мы работаем над концепцией деятельности этого парка уже когда он будет построен. А построен он будет в 2025 году, но там, соответственно, мы предполагаем, что вообще этот объект необходим для того, чтобы развивать нашу креативную экономику. То есть там фактически будут готовиться кадры для будущей креативной экономики, в частности, креативных индустрий. Уже сегодня проводим образовательные программы для того, чтобы сформировалось такое вот сообщество людей, сообщество организаций, которые будут работать с детьми в этом парке. И, соответственно, чтобы когда парк был построен, они просто туда переместились и уже начали работать именно там. Там будет много и культурных, и образовательных мероприятий, в том числе реализация образовательных программ по развитию креативных навыков у детей, по развитию их, как говорят, мягких навыков, ну а для детей постарше уже и специализированных навыков. Квартал труда – это креативный кластер, то есть это место, в котором размещаются бизнесы, которые относятся к так называемым креативным индустриям. Это такие направления, как кино, анимация, искусство, медиа, дизайн, архитектура, разработка игр. В общем, все эти бизнесы, которые основаны на интеллектуальном творческом труде. Креативный кластер создан для того, чтобы такие бизнесы, во-первых, могли получить поддержку в виде льготной аренды помещений, доступа к новейшему технологическому оборудованию. Благодаря тому решению, которое приняло правительство Российской Федерации, у нас квартал труда включен в состав территории опережающего развития Якутия. И таким образом те резиденты, которые будут здесь у нас размещаться, получат льготы на налоги, на те отчисления, которые они делают в социальные фонды с оплатой труда. Самый, наверное, главный соус вообще креативного кластера – то место, где 1+1 больше, чем 2, потому что когда в нем располагаются различные разные резиденты, между ними возникает много-много разных связей и много-много новых проектов. Там будет первым на Дальнем Востоке студия виртуального продакшена. Там будет у нас студия цветокоррекции, это то, что очень сильно у нас востребовано на рынке со стороны нашей киноиндустрии, студия сведения звука, студия 3D-анимации.
Всего мы рассчитываем, что у нас к 2025 году уже будет 150 резидентов. На сегодня свыше 60 компаний уже подписали предварительное соглашение о резидентстве. У нас уже есть интересные резиденты, например, анимационная студия «Тундра». Это наши якутские ребята, которые имеют опыт работы в международных крупнейших компаниях, например, как Disney, которые делали такие мировые мультфильмы, и они решили вот этот свой опыт капитализировать здесь в Якутии, поделиться им и сделать тут новую анимационную студию, которая в том числе будет и популяризировать якутскую культуру во всем мире. Якутия первой в стране приняла концепцию развития креативной экономики. Системный подход к этой отрасли позволил стать лидером по экспорту IT-продукции в регионе Дальнего Востока. А киноиндустрия завоевала сердца обширной зрительской аудитории. В этом году у нас знаменательная дата. Кинокомпания «Сахафильм» отметила уже 30-летний юбилей. 30 лет, мне кажется, такая серьезная дата. 30 лет обычно, когда ты сравниваешь с человеком, 30 лет уже человек, который уже стоит на ногах. Есть такая замечательная новость. Дело в том, что на Дальнем Востоке мы являемся единственной кинокомпанией, которая производит государственные кинокомпании. Поэтому Министерство Российской Федерации в области Арктики и Дальнего Востока инициировало создание так называемой Дальневосточной кинокомиссии. Что это такое? Дальневосточная кинокомиссия – это структура, которая будет поддерживать производителей кино в плане именно консультаций, в плане именно рентала аппаратуры и так далее. То есть мы решили, что создается такой конгломерат, скажем, таких структур под названием Дальневосточная кинокомиссия, которая будет помогать, скажем, продакшн-компаниям, приезжающим сюда, помогать именно в таком направлении. Сейчас началась работа, у нас даже были собрания уже по этому поводу. Мы будем взыскивать возможность укрепления, улучшения нашей материально-технической базы. Есть желание вести базу данных по локациям, потому что Дальний Восток, Арктика до сих пор многих будоражит. В первую очередь, конечно, кинематографистов, как игрового кино, так и документального. Было бы очень хорошо иметь базу данных по локациям, по профессиональным кадрам, где какие студии имеются на Чукотке, Магадане, Хабаровском крае, Приморском крае. И, возможно, в будущем какие-то коллаборации, возможно, съемки там или где-нибудь. Нам это самим очень любопытно посмотреть вообще, сколько всего кинематографистов работает на Дальнем Востоке. Конечно, их немного, подозреваю, потому что когда мы уже начинали обсуждать этот вопрос, оказалось, что не во всех регионах есть вообще даже частные студии, но есть вообще люди, которые хотят заниматься кино. Есть еще у нас одна новость. Мы летом приняли закон о поддержке якутской кинематографии. На деле это, конечно, такое желание дать якутскому кино иметь, скажем так, документально, условно, скажем так, паспорт, что мы есть, что нас должны поддерживать, потому что без этого тоже невозможно дальнейшее развитие. Я надеюсь, что благодаря этому закону будет какая-то особенная программа по развитию вообще якутского кино в целом. Надеюсь, что наши планы реализуются, и мы сможем все это реализовать в будущем. Республика Якутия! И я считаю, что в Якутии без креатива просто не выжить. Это просто национальная черта. Как можно выжить при минус 50 без креатива? То, что вы начали еще видеоиграми заниматься, слушайте, мне кажется, это просто продолжение какой-то новой якутской традиции, которую мы пока еще не знаем. Поздравляю, потому что вы заслужили. Вы действительно креативные, талантливые люди. Спасибо. Спасибо, жюри. Дорогие друзья, какая первая ассоциация, когда звучит слово Якутия? У всех у вас, в особенности у москвичей?
Это нереально. Как можно жить, когда за окном минус 50? И, конечно же, вот эта нереальность и погодная, и нереальность тех вещей, которые мы делаем хорошо, от души, она на самом деле и меня восхищает, и восхищает всех якутян. До недавнего времени, когда мы говорили, что в Якутии мы снимаем хорошее кино, в зале люди смеялись. Когда мы говорили, что мы делаем компьютерные игры, люди смеялись. Вот. Но после того, как мы завоевали гран-при здесь Московского международного кинофестиваля в 2018 году, после того, как наши компьютерные игры вышли на мировые рынки и наши компании стали долларовыми уже единорогами, после того, как у нас появилась концепция креативных индустрий, мы начали ее активно развивать, люди уже не смеются, люди ждут от нас новых достижений. И уверен, что мы вместе, мы в России должны креатив сделать нашей национальной чертой. Уверен, у нас получится. Мы должны миру дать новые смыслы. И у нас эти смыслы есть. Спасибо. Что касается Александра Сергеевича, то он опытный руководитель, очень чуткий человек, настойчивый, умеющий добиваться результата. Республика у вас шикарная. Она не только огромная по территории, она очень талантливым народом населена. Разные люди, разных национальностей. Народ очень певучий, интересный, красивый, богатая республика. Очень большой интерес мы видим к республике, не только к сырьевым проектам, но и к IT-технологиям, например, нашим креативным индустриям. И здесь большая работа всей республике предстоит для того, чтобы более активнее выходить на новые для нас рынки. Что касается цифровизации, состоялась такая долгая, очень такая плодотворная встреча с министром цифрового развития нашей страны Максудом Игоревичем Шадаевым, на котором мы договорились принципиально о реализации крупнейшего проекта по оптоволоконным сетям Якутии. Мы хотим в течение 23, 24, 25 годов провести линии, высокоскоростные оптические линии связи во все районные центры нашей республики. В первую очередь, конечно же, это касается Арктики. У нас несколько проблем. Это большие расстояния и не густонаселенные пункты. То есть эти проекты, большинство не окупается. И второе, это то, что отсутствие инфраструктуры и электроэнергии. Но наше министерство называется не только Министерство связи, а Министерство инноваций. Поэтому мы должны быть креативными, смелыми и действительно решать задачи. Арктика полностью социальный проект. Его ни один оператор связи сам не сделает. Только субсидируя с федерального и регионального бюджета можно реализовать этот проект. Конечно, он сложный по географии, по удаленности. Мы будем идти через разные вызовы, через реки переходить будем, через ущелья, через тундру будем идти. Но это такой завораживающий проект. И самое главное, что у нас есть свой оператор связи Arctic Telecom. Весь проект, он полностью импортозамещенный. Этот проект не зависит от импортного оборудования. 6 заводов в стране производят оптический кабель, коммутаторы производят, там завод Т8. То есть все производится внутри страны, и мы ни от кого не зависим. То есть мы во время санкций можем спокойно внутри страны реализовать этот проект. Для нас это тоже снижение рисков и, соответственно, поддержка российского производителя. Проект стратегический, и не только для Якутии, но и для страны, крайне амбициозный. Свыше 7,5 тысяч километров линий оптоволокна планируется протянуть. Но здесь, конечно, очень большая работа нужна и техническая по подготовке проектов. Проект далеко не дешевый финансово, он больше социального характера имеет, ну и стратегического такого, знаете, с точки зрения безопасности страны он имеет очень серьезное значение. Поэтому договорились, что 50% предварительно это федеральный бюджет, ну а 50% мы будем делить вместе с нашими инвесторами, республиканской компанией Arctic Telecom. Считаю, что несмотря на дороговизну этого проекта, его надо реализовывать для того, чтобы качество жизни людей в Арктике, в области как раз цифровизации, интернета, оно коренным образом просто поменялось. Это очень важно, и мы будем этот проект продвигать. Республика Саха-Якутия нашла свой собственный путь. И на этом поприще креативная экономика стала ключевым вектором для дальнейшего развития арктического региона России.